В эфире новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале расскажем о главных темах этого выпуска. В республике открылся Центр дистанционной врачебной аудиоконсультации. Подробно расскажем, кому и куда можно обратиться. Деловая Россия. Перспективы развития предпринимательства в республике – одна из тем, которые обсудили на встрече Илдархана и актива якутского отделения. Экранизация якутской версии знаменитой трагедии «Ромео и Джульетта». На широкий экран выходит фильм «Лоукут и Нюргухун». В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в районах республики по поручению главы республики Айсена Николаева решением оперативного штаба республики Минздрав открывает Центр дистанционной врачебной аудиоконсультации по вопросам профилактики и лечения острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции. Любой якутянин, проживающий в отдаленном населенном пункте, в случаях отсутствия медиков или медицинского пункта, имеет возможность позвонить в данный центр для получения квалифицированной медицинской помощи. Впервые жители республики смогут без посещения медицинского учреждения получить консультации врачей. Для работы в центре привлечены профессора, преподаватели медицинского института и ведущие специалисты республиканских специализированных медицинских организаций. Центр будет запущен с сегодняшнего дня. График работы без выходных и праздничных дней с 8 часов утра до 20 часов. Для получения дистанционной врачебной аудиоконсультации необходимо обратиться по телефону, который вы видите на своих экранах. Звонок бесплатный. Сегодня мы с утра, с 8 утра, 5 преподавателей мединститута, профессора и доценты сидим на горячей линии. С утра поступает очень много звонков. Звонки приходят очень много из районов, из города Якутска, на которые мы даем квалифицированные, хорошие консультации. Поступают звонки из города Якутска. В основном какие вопросы поступают? По лечению, правильно ли пациент получает лечение. Спрашивают, кроме того, они еще спрашивают по результатам, как, где, как получить результаты и так далее. Поэтому я думаю, что привлечение преподавателей, опытных врачей, которые имеют хорошую квалификацию, я думаю, это большая помощь для населения. К слову говоря, россияне с симптомами простуды смогут открывать больничные на 7 дней после дистанционной консультации с врачом. Для этого им не нужно будет сдавать ПЦР-тест. Согласно внесенным изменениям, при появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на горячую линию 122 или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на 7 дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется. Также отмечается, что после выздоровления или отсутствия симптомов ОРВИ через 7 дней пациент сможет также дистанционно закрыть больничный лист без сдачи ПЦР-теста. Если состояние человека не улучшится, к нему на дом будет направлен врач, который сможет продлить больничный, взять анализ на ковид и назначить соответствующее лечение. Перспективы развития предпринимательства в республике. Налоговая политика, снижение административных барьеров. Эти и другие темы стали ключевыми в обсуждении на встрече актива якутского отделения «Деловой России» и главы республики Айсена Николаева. Все подробности в сюжете Мадины Халиковой. Несмотря на эпидобстановку, которая влияет на все сферы жизни, в том числе на бизнес, якутские предприниматели активно развивают себя в разных отраслях. Многие выходят из тени, регистрируют себя как самозанятые, пополняя рынок МСП. Снижается и административное давление, что констатируют сами собственники бизнеса. К сожалению, конечно же, ковид крайне нам всем мешает. Это, безусловно, тяжелейшая проблема сегодняшнего дня. Хотя все-таки при всем при этом я еще раз хочу подчеркнуть, что как только возможность реальная появится, мы, конечно, те меры, которые у нас сегодня еще есть, ограничительные, будем их ослаблять. Перспективы развития бизнеса, вопросы налоговой политики, снижение административного барьера. Эти темы подняли на рабочем совещании под руководством главы республики Айсена Николаева с активом якутского отделения «Деловой России». Так, Якутия вошла в 30-ку субъектов страны, где с этого года начнется внедрение регионального инвестиционного стандарта, и общественная организация будет вовлечена в эту работу. Айсен Сергеевич дал поручение
поручение предпринимателям деловой России рассмотреть и участвовать в формировании инвестиционного стандарта в нашем регионе. Предпринимателям удалось высказать наболевшие вопросы и получить системные решения. Также во время встречи прозвучали актуальные вопросы, касающиеся взаимодействия координационно-совещательных органов по предпринимательству в республике и муниципалитетах, системы государственных гарантий для жителей Крайнего Севера, которая создает большую нагрузку на бизнес, организации маркировки товаров в труднодоступных и отдаленных местностях. Естественно, получив некоторые рекомендации, некоторые предпосылки по развитию в дальнейшем своего бизнеса, нами были восприняты эти меры очень даже положительно. В частности, это меры по обеспечению отдаленных районов спутниковым интернетом. Ведь для малонаселенных пунктов вопрос рентабельности частных провайдеров – одна из главных проблем. У нас сегодня очень остро стоит вопрос маркировки. Это честный знак, системы информационной эгоиз и другие обязательные системы, требующие от предпринимателей оперативных вводов данных и выводов. Соответственно, очень важный вопрос – это вопрос интернета. Да, мы по республике видим, как очень динамично строятся оптоволоконные линии, но есть труднодоступные, есть отдаленные территории. Это вопрос спутникового интернета. И здесь может быть полезным пример Чукотки, где для этих целей идет вовлечение федерального центра и получение государственного субсидирования для отдаленных малонаселенных пунктов. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Якутск. Свыше 800 тысяч квадратных метров жилья ежегодно планирует вводить республика, начиная с 2024 года в рамках нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда». Об этом сообщил первый зампред Кирилл Бычков. По его словам, в минувшем году республика перевыполнила план по вводу жилья. А уже с 2024 года ежегодно планируется вводить более 800 тысяч квадратных метров. Это, по словам Бычкова, практически по 1 квадратному метру на каждого жителя Якутии. В ходе отчета правительства сегодня, 6 февраля, министр экономики республики Майя Данилова сообщила, что в регионе действуют различные механизмы для развития как городов, так и отдаленных сел. Также в 2021 году был принят указ главы Якутии о развитии арктических районов. Республика добилась того, что в госпрограмму развития Дальнего Востока выделили федеральные ресурсы для строительства торгово-логистических центров. Такие объекты должны содействовать сокращению и снижению темпов роста цен. В эти дни в Амге рабочая группа Управления сельского хозяйства ознакомилась с ходом зимовки в сельскохозяйственных предприятиях. В прошлом году в районе заготовлено 30 400 тонн сена, что составляет от общего годового плана 95%. Несмотря на засушливое лето, зерновые хозяйства перевыполнили план на 117%, что способствовало благоприятной зимовке скота. В ходе рабочей поездки с руководителями хозяйств обсуждены вопросы зимовки, обеспечения кормом и перспективы дальнейшего развития. В хозяйстве фермера Игоря Петрова зимовка проходит без больших трудностей. Зимовка этого года у нас идет благополучно. Корма у нас летом заготовлены, и сено, и сполна соломы. Сейчас купили комбикорм. В принципе, зимовка скота нормальная. Вот люди посмотрели, оценили, что состояние удовлетворительное, даже хорошее. В принципе, и лошади в нормальном состоянии, и коровы. Но работы очень много. Как мы все знаем, стойловый период у нас очень большой. Ставки по налогам для индивидуальных предпринимателей снижены в республике в рамках поддержки бизнеса в пандемию коронавируса. Для предпринимателей, входящих в список пострадавших от пандемии, была снижена ставка УСН для ставки доходы минус расходы. Уменьшение составило с 10% до 7%. Для городских предпринимателей, работающих со ставкой доходы, до 5%. Для предпринимателей в районах ставка снизилась на уровне 4%, а в арктических территориях 2%. В случае, если будут введены дополнительные ограничения по коронавирусу, правительство окажет поддержку не только в плане налогов. Также государство может помочь с арендной платой имущественного комплекса и субсидиями. Промышленные предприятия региона в 2021 году приняли на работу 11 105 якутян. Из них более 6 тысяч молодежь в возрасте до 35 лет. Об этом сообщила председатель регионального госкомзанятости Елена Калашникова. Она также подчеркнула, что из числа трудоустроившихся в промышленность 2500 человек – это жители села. Желающим трудоустроиться в промышленные компании в первую очередь необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту жительства. На сегодняшний
сегодняшний день имеется свыше 8 тысяч вакансий, из них 60% по рабочим специальностям и профессиям. Новый фильм режиссера Константина Тимофеева «Лоукут и Нюргухун» выйдет на широкий экран в марте этого года. Съемки новой картины проходили в течение 2 лет в основном в Амгинском районе, где живописная природа помогла полностью передать атмосферу якутской лирической драмы. Фильм снимали и в других улусах. Таким образом, в картине будет много разнообразных локаций. Произведение «Лоукут и Нюргухун» написал драматург, поэт Тимофей Сметанин на основе якутского фольклора. Якутскую версию знаменитой трагедии «Ромео и Джульетта» много раз ставили театры республики, а экранизации не было, поэтому данный фильм будет первым. Сюжет «Лоукут и Нюргухун» идеально подходит для кино. Я это со школы знал. Поэтому вот все постановки, которые были, я их изучил и смотрел в театре. С каждым фильмом мы растем, я это чувствую. С каждым фильмом вот чуть профессионализм добавляется. И сейчас уже это очень похоже на настоящее кино. Холода отступают, и начинается время для занятий физической активностью на свежем воздухе. Так в Якутске начали работать катки. Жители и гости столицы уже открыли сезон на озере Сайсары. Заливка льда и возведение стены снега были проведены на днях. Открытие уже состоялось. А вот на площади Ленина идет завершающий этап подготовки катка площадью более 1000 квадратных метров. Здесь установили будку для переодевания и проката коньков, а в самой коробке идет заливка льда. Полностью завершить работу планируют к 14 февраля. Я жду каток. Я люблю, конец февраля обычно. Обожаю прям кататься. Правда, бывает холодно. Переодеваешься, когда. Я беру коньки на прокат. Крылья Советов заключили контракты с 12 молодыми футболистами, в том числе в состав попал 18-летний полузащитник Артем Соколов из Якутска. Большинство из этих игроков прошли через сборные России своих возрастов. Часть футболистов продолжает выступать за национальные команды. По итогам сборов тренерский штаб примет решение, кто из футболистов отправится в аренду, а кто попадет в заявку на сезон. Напомним, Артем Соколов начинал постигать азы футбола в мархинской детской команде «Пульс». Затем выступал за московское Чертаново. Летом 2021 года 18-летний полузащитник подписал контракт с подмосковными «Химками». В текущем сезоне российской премьер-лиги он провел 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. На данный момент это вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.